Всем привет, друзья! Мы на кухне с Машей. И посмотрите, что она сегодня хочет сделать. У нас есть рыба такая, вон щука, где-то еще хариус есть. И хотим попробовать сделать рыбные консервы в печке, без автоклава. Автоклава у нас нету. Давай, Маша. И Маша хочет попробовать консерву сделать. А что решила-то, Маша, консерву-то сделать сегодня? Ну, вчера убралась в морозильнике. Что-то мне показалось вот слишком много. Там у нас рыб. Ревизию такую провела, да? Да. Бруснику купили. Хотя брусника у нас в этом году нету. Но Да, пришлось купить бруснику в этом году. ведро купили, и надо потом эту бруснику по пакетам разделила. И потом в морозильнике у меня места нету. Ну, то есть освобождаем место для брусники, высвобождаем Оказывается, там рыбу. рыба полностью рыбой. Морозильник наполнен. Вот и убрала полностью рыбу. Хорошо и тебя, муж, рыбу натаскал полный холодильник, да? А говорят, Мишера рыбы нету в речке. Вон, смотрите, консервы даже, на консервы даже не только свежие. Сегодня Маша мне пожарила такую вкусняшку, такую плотву. Часть пожарила, Да. часть на котлет оставила. А сейчас вот из этой щуки делаю. Хочу сделать консервы. Первый раз делаю, не знаю, как получится. Да, я это самое, ну, как сказать-то, не повторю, а как подтверждаю, что Маша делает эти консервы первый раз. Ну вот, кладу лавровый лист. Ну-ка, что давай положим. Лавровый лист кладу. Ну, в интернете рецепты есть, посмотрела Маша. Сейчас, благо, это все есть, да. Ну и мама позвонила, мама у Маши всю жизнь поваром работала, она знает, она сказала тоже. Лавровый лист положили, да? Перец 4 штуки и где-то видела, можно гвоздику. Вот. Так, я повторю. В банку немножко перца горошкового и лаврового листа. Вот как-то так. Не знаю, как получится. И просаливаешь каждый слой, да? Да. Да. Как же получится. Потом посмотрим на вкус. Должно быть вкусно. Вот так, это первая банка у нас пошла. Слой рыбы, слой соли. Слой рыбы, слой соли. Не знаю, лук потом поставим, не поставим. Я лук не люблю. Давай без лука, Маша, сделаем. Да, и еще одну. Это одна баночка. Еще одну рыбу положу. А, еще одна рыба. Все, да. А потом вторая банка там пустая будет. Может, поменьше надо было банку взять. Зачем меньше? Не, а потом пустая, на половинчатая будет, нет? А надо это самое. Ну это щука, а это там хариус. Хотелось бы отдельно, чтобы это все было. Это уже хариусок пошел, что ли? А? Когда другую рыбу. Что на это? А почему? Можно это тоже? Короче, банка наша не наполнилась и мы хариусом. Половина рыбы щука, половина банки щука получилась. Та чистая щука, а это вместе с... Там было еще влезет. О.
Ну вот. На 700-граммовую банку где-то кладем по 2 столовые ложки растительного масла. Вот, и у нас чего-то получилось, там у нас хариус остался. Получается, что ну, банка не наполняется у нас. 2 банки полные получились и все. Одна полная из щуки, а другая банка наполовину хариус, наполовину щука. Вот. И напоминаю, у нас этого нету, автоклава нету. Маша даже и не знает, что такое автоклав. Я сегодня объяснил, что такое автоклав. Может, закажем автоклав? Не хочешь? Русская печка есть, да? Да. Но у нас не русская печка, но тоже такая с этим. Можно где и хлеб печь и все такое. В общем, 2 банки получилось на противень и печку. Сейчас уже будешь печку сразу, да? Да. Все, поехали. Так, пробные консервы от Маши пошли в печь. И на целый день зарядим. Всё. Ну, обычно тушенку так делаем. Печку и без проблем. Никаких автоклавов, во всяком случае, не надо. Рыбные консервы не делали еще. Вот до вечера. Да, до вечера будет. Вечером будем закатывать потом. Ну что, консервы-то в печку ушли. А у Маши еще планы наполеоновские. Котлеты надо сделать. Котлеты тоже рыбные. Вот у нас остались там Лук еще нужно. окушата, плотвишка. И Маша ложит сало всегда. Рыбный фарш ложит сало. Это для чего? Для... Но сало се починава да мекикре. Фаршис. Придает вкусность особую, да? Не бежит или мы. Но это тоже совет у мамы, Машиной мамы, моей тещи, что в рыбный фарш всегда ложите сало. У нас сало есть. Да, как сейчас местный котлет коджананлова. Да, и с салом фарш очень получается, хоть и рыбный, очень вкусный. Ну и само собой там хлебушек, картошечка. И Маша этим сегодня будет заниматься. Короче, у нас сегодня заготовка переработка рыбы. Во. Да. Да, и будем сегодня уже перерабатывать, чтобы холодильник свободный был. А из этого фарша сразу котлет налепить, так потом в холодильнике. И еще. При любом удобном случае раз пожарил быстренько. Да. Может, кто подумает действительно, что рыбу я поймал, рыбу не я поймал, это все гостинцы от брата моего и от дяди Миши. Это все. Где-то у нас в холодильнике есть рябчики от дяди Вани. Да. Дядя Ваня в этом Я хотела году. сегодня поднять, но что-то не знаю. Ну, сегодня рыбный день, какие рябчики. Рябчики дядя Ваня рябчиками угостил. Ну, короче, все нас вот в этом плане, что дичи, что свежинкой рыба всегда помогают, ну, угощают. Это гостиницы такие, деревни то что. Еще мясо есть, еще мясо нужно. И мясо есть тоже. Сделать. Дядя Миша мясо сейчас пороща зарезал, да мясо принес. Тоже угощение. Вот. И котлеты нужно местные делать. Так что, если поспешили сделать вывод, что муж хороший у Марии Олеговны, чё киваешь? Что, может, поспешили? В смысле? Ну, я сказал, что, может, подумали, что и от меня это рыба. Ну, хотя я тоже рыбак. Не рыбак, Никакой, да? Ну что, поехали фарш делать?
из этих всех ингредиентов. Ну и потом эти рыбные котлеты тоже и дочкам в город отправим немножко. Ну, сами приедут в гости. Ну и когда в гости приедут. Когда будем печь, анонс сделаем, Мария Олеговна. Выпечку когда? Я шанги хочу. Уже простые шанги эти. Шанги шлюп-шлеп, шанги с этими. С брусникой вон есть, и Бруснику купили, черника есть, и все есть. Я хочу просто шанги, вот эти вкусные шанги, которые ты делаешь. Простые лепешки. Время будет, сделаем. Время будет, сделаем. Все, я буду ждать. Жди. Жди. Все, погнали. Ты за мясорубкой? Доставай. Что-то звука мясорубки не слышно. Сейчас посмотрим, что тут Мария Олеговна делает. Ничего себе. Где мясорубка, Маша? Что-то я говорю, я жду звука мясорубка, а тут... Мороженое покушай. Тут ланч. Ничего себе. Такая вкусняшка. Мороженое. А мне... Ой. Я прямо в стол заехал. Это ты мне хочешь? Ну? Нет, она холодная. Мне зубы... мороженое, да, это, конечно, зубы отдает. Вот она кушает малину. Ой, мороженое с малиной. Малина своя. Дикая малина. Рыбу покушали, все время еще пила воду. А я жду, думаю, сейчас Вот, это... а сейчас захотелось, лучше еще покушай мороженое еще. Ничего себе. Приятного аппетита, Маша. Спасибо. Такая А вкусняшка. И после уже. Выглядит даже вкусно. А наша рыба ждет, когда Маша все покушает мороженкой. Что-то Вот это захотелось. да. Давно уже не А пробовала. я думаю, я в соседней комнате был, да, жду. Думаю, сейчас заревет этот мясорубка. Подойдет. А только слышен звук этого об тарелку ложки. Думаю, что там Маша делает? А оказывается, мороженка без меня есть. Ах ты, вот такие вы есть. Шучу. Десерт. Ладно, приятного аппетита. Еще раз. Попробуй. Сегодня день Марии Олеговны. Я даже в кадре не появлюсь. Попробуй. Вечером ведь нам еще надо обязательно вытащить консерву, так. Сегодня уже консервы не будем все равно пробовать. Там 2 баночки всего. Печень сделала из Да, свинины. сегодня Зажарила, рыбку зажарила. дядя Миша приносил в гостинцы печенку свиную. Маша так вкусно зажарила. Тоже не снимал. Маша иногда не подпускает на кухню меня с камерой. Он говорит, сиди там, где сидишь. Ну все, я отъеду. Не буду тебе мешать. Еще раз. Ну да. Такая вот вкусняшка. Во. Малина такая. Вон малина и мороженка. Рыба ждет, Маша, рыба ждет. Да, подождет, никуда не убежит. Вон сколько уже ждала. Дождалась. Ну. Ух, какой звук, ребята! Прям страшный от этого аппарата. Так что вот это уже снимать не буду все. Весь процесс.
Так уже Маша делает наброски для котлет. Набросок, или как это называется? Не набросок же. Ну, а как-то быстро руками он шлеп-шлеп делает. Рыбные котлеты домашние, это очень вкусно. Это не магазинские, да ведь, Маша? Не горькие котлеты из путасу, давай. Почему тут горькие? Да, в большинстве случаев магазинские котлеты, они Но горькие. если эти. сама делаешь, то не горькие же. Но, я говорю, магазинские. А домашние котлеты это вещь. И потом будем замораживать в этом лотке. В панировочных сухарях будут котлеты, да? Да, на чем же еще? Ну, некоторые в муке делают. Ну, это не знаю, что И вот сюда будем выкладывать этот лоток и этот лоток, потом в морозилку. Котлетки. Вкусная еще, натуральная, без химии тут нету ведь делать. Нету, конечно. Ну. А что, везде сейчас химия в этих приправах, еще что-то везде химия ведь. А сюда мы приправы ничего не ложили. Тут идет картошка и хлебушек. Еще. А, ну, сало еще. Лук, Лук, ну, это лук. соль, Лук, соль. и- перец. Лук, соль, перец. Ну, много чего еще. Ну, приправы, я говорю, нету этих А химических. котлетка самая, приправы-то ничего не кладу. Химических. Вроде бы. Все вкусно. Но кто что кладет, кто манку. А, вот Для такой рядок. вкусности. А мы манку, Ну, ща. так, манку не кладу. Делай, Маша. А я буду снимать. И потом уже включусь, когда все ты сделаешь. Можно на пробу зажарить. Что, сегодня? Да? Мы уже рыбу сегодня кушали же. Ну да. Пускай замерзнет, а как-нибудь другой раз уже пожарим потом. Первый слой лотка заканчивается уже, но там еще чуть-чуть осталось, придется сверху еще. Что туда ложить? Пергаментную бумагу, да? Нет, просто пакет. А, простой пакет. А можно же и пергаментную бумагу постелить туда и потом сверху. Давай. Ну, хорошо, пакет так пакет. О, первый слой готовый. А там еще осталось 6 котлеток, надо вот сверху поставить сюда. Положили пакет, обычный фасовочный пакет там, и сверху будем вот эти остатки еще вторым рядом вкладывать. И эти все дела в морозилку пойдут. Тоже такая полуфабрикат такой неплохой для готовки. Очень быстрый, быстро потом можно приготовить. Вот. Ну что, все, с котлетами закончили тоже. И потом ждем еще вечера, чтобы вытащить с печки, с нашей печки консервы. И они же банки не закручены, да, ведь, Маша? Нет. Потом на горячую банку сразу раз закрутить такую крышку. И все. Вот такие котлеты еще раз покажу. Рыбные.
из речной рыбы. Из речной рыбы. Тут плотва, окунь. Потом еще что-то там было. Не знаю, карась был или нет, не помню даже. Ну что, друзья, вечер наступил. Пора вытаскивать из нашей печки наши консервы. Пробные такой, пробный. Ну, я вам скажу, что тушенка получается. А вот рыбные консервы еще не делали. Ну все, надо теперь закрутить это, да? Эти вот крышки просто так? Да. Просто так, да? А нужно еще и закрутить. Так ты сможешь закрутить это? Или на столе будешь закручивать? Конечно, не здесь же. Давай на стол положи. Раз баночка. И вторая баночка. Столько много сока выделилось, да? А нет, это не закрылось. Вот. Не, она не закрылась, она это самое. Вот поэтому и там это самое. Да, нет, ты, наверное, немножко крутанула, а потом, когда нагрелась, она осторожно, чтобы не выплеснулась. Вот эту надо закрутить, Маша, да? О. Ну там прикусила просто немножко. Ну когда я покажу сверху, как банка стала крышку открыть, да? Что там внутри происходит. Вот это с хариусом баночка, а там щука. Здесь щука. Ну соку много выделилось, да? Сейчас Маша как закрутит. Этими руками она меня еще и обнимает. Не только банки закручивает. Да? Маша? Ну все, как-нибудь потом проверим. Это уже другое видео будет. Аромат такой вкусный, да? Вкусный, да? Да. Очень вкусный аромат. Прямо охота, это самое охота попробовать даже стало. Но попробовать он кипяток там горячий не будем, надо остыть там. Все, друзья, сегодняшний день, так сказать, заготовка из рыбы там подходит к концу. Это уже у нас сегодня вечер, так сказать. Вот. Приготовили сегодня котлеты. Сначала фарш из рыбы. Сначала Маша провела ревизию, так сказать, в холодильнике и обнаружила, что слишком много места занимает рыба. Ну да. Да. Потом она решила все это дело прибрать. Отделила более крупную рыбу для консервов. Вот. И Для котлет, да. для жарки. Помельче сделали фарш и сделали котлетки. Котлетки уже в холодильнике. Завтра попробуем, какие Да. получились. Завтра уже будем, Зажарим. так сказать, кушать или на завтрак, или на обед. И еще сегодня жарили рыбу, но это уже не снимали. Обычная жарка плотвы, но плотва крупная, очень крупная плотва была. И караси там пару штук были. Очень вкусно. Маша очень вкусно пожарила. Это я вам, ну, поверьте, друзья, на слово. Что было очень вкусно. Вот. Ну и такие еще вкусняшки. Напомню, что Маша делала эти консервы первый раз. Ну да, не знаю, как получились. Да, автоклава нету. У земляка нашего Комы рыбака он Зачем купил. нам авто? А я хочу. Вон Вот. у нас что? А, Печка же. печка, ну так-то есть печка, просто там раз положил и не надо париться вообще. А мы здесь не паримся, тоже положили туда. Да. И печка-то вон. Ну, вообще в деревнях стараются вообще в русской печке. У нас, например, я не знаю, что в Нившере есть у кого-нибудь автоклав. Никогда не або кодла не се боим.
по-русски, пожалуйста. Никого нету автоклава, да. Потому что вон печка, вон стоит у всех печка. Все в печке делается. Ну, не знаю. Да, Автоклавы, говорят, там же давление. взорвется. Взорвется, по квартире не соберешь. Ой, да. Вот. Ну что, все. Мгм. Будем прощаться со зрителями. Скажем им пока-пока. До новых видео. Да, пока всем. До встречи на новом видео. Да. Всем пока. Я тоже присоединяюсь. Всем пока.